все. Идем завтракать, вещи собрали. Всем доброе утро. Сегодня второй день нашего ралли. Машину уже ребята перегнали. Встали сегодня в 7 с копейками, потому что в 8 у нас завтрак, надо было собраться. И в 9 уже желательно, официально там старт какой-то еще будет столовый. И выезжаем. Времени тянуть нет. Доброе утро всем, кого не видел. Утро. Доброе, доброе. Так, ну что, по местам. Ой, идем в столовку завтракать. Одно из заданий — сфоткаться на фоне летающей тарелки. Вот смотрите, какое здание здесь построено. Кто помнит, что это такое за здание? Детский эстетический центр. Детский эстетический центр? Музыкальная школа. Ничего себе, такая архитектура прикольная. Здравствуйте. На 180 рублей у нас такой вот завтрак. Плюс чай. Ну, может, раньше. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Дистанции длинные, сложные, и разброд и шатание, как вчера, то есть я встречал машины до Чурапчи в встречном направлении, то есть наши ехали обратно. Да. Руку поднимите, кто это был? Бортовой. Нельзя допускать такую оплошность, как было несколько лет назад, когда один экипаж уехал в Уснеру. Касается это туриста. Финиш будет в самом Тамторе, обычном месте. Там будет Хватов вас ждать. Кто не заказал себе ночлег в спортзале Юстриша, там он один. Небольшое объявление от МЧС. Алексеев Геннадий. Дальше наиболее опасный участок дороги, проезжая желтый прижим, черный прижим, будет чертова ворота. Оттуда начинается более узкая дорога. И дальше заячья петля. Вот на заячьей петле особое внимание обращайте. Почему? Потому что она прижимистая и дорога совершенно узкая. Только одна машина проезжает. Вот там это обращайте особенное внимание. Что нас ожидает на протяжении дороги? На протяжении трассы нас ожидают большегрузные машины. Поэтому на узких дорогах вы постарайтесь сами вступать на дороги, поскольку те машины не уступят. Во-первых, они если уступят, они просто уйдут туда. Да? Далее, дальше от Кюбеме до Тамтора два участка наиболее серьезные будет. Это первое, речка Тарыннах. Там Тарын, то есть наледь, бывает постоянно и переходит очень быстро. Вот. И второе, там еще какие проблемы будет, там построили как бы дамбу, она очень узкая, и влево-право, если скинет, то вы окажетесь внизу. Между Ичигеем и Тамтором там несколько поворотов, которые они вообще закрытые, и притом поворот с подъемом и закрытые. Вот на этих участках тоже, пожалуйста, будьте бдительными. Ну а так, пожелаю всем удачи. Спасибо. Сегодня будет веселая дорога у нас. Опасненькая. Вчера так было все обыденно. Особо интересно нечего было снимать. А сегодня уже, я думаю, что поснимаем. Катаемся по Ханде, Гейши музей. Немножко можно поснимать, как тут. Разные дома. Тут есть 4-этажки, частный сектор. Правда, тут музей найти сложно. Так, что тут музей? Историко-краеведческий. Поселок Хандега. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь у нас тоже, да, сойдут нам в ноябре месяце. Пришла женщина, свекор, говорит, все время думали, что у него какое-то богатство. Никому не показывал, какая-то шкатулка хранилась. Мы думали, наверное, там деньги, сбережения какие-то. Он такой, говорит, прям скряга был. И после смерти находят эту шкатулку, открывают, а там медаль за трудовую доблесть в 1947 году выданная.
значок охотника-промысловика и вот такая книга купонов. Он в годы войны, старый солдат, был охотником-промысловиком и спас поселок от голода. И за это был награжден вот такими вот. Дамасская сталь. Шашка. Ну, ее же можно заточить, она будет боевым клинком, да? Здесь вы можете увидеть фото самих лагерей, более-менее сохранившиеся, это по Тоболинской, да, трассе. Это как ГУЛАГи лагеря, что ли? Да, заключенные там были? Да, да. Они же строили, получается, да, трассу? Да. Вот это вот все было там найдено. Это вот образец покрытия лагерного барака. Это сами заключенные выгинали из консервных банок. Конечно, такое покрытие было у офицерского состава, у самих заключенных было попроще. Также пулеметная лента тоже образец есть, потому что там была охрана, тоже найдена на территории лагеря. И вот это найдено быт. Быт ихний. Алюминиевая, конечно, тоже офицерский состав. А вот это, получается, самодельные. Это уже сами заключенные. Вот это самодельная форма для хлеба. Это терка самодельная, гвоздями проткнутая, да. Программы составлены прохождение. Это спортсмены, да, стартуют у нас? Категория спорт выдвигается. Мы с вами находимся в Теплом Ключе. Населенный пункт. Идем в музей. Хорошие, яркие, солнечные дни в Якутии начались. Смотрите, какие тут малыши бегают. Красавцы. Идем. Так, мы с вами находимся в музее Магаданская трасса. Макет лагеря. Тут же, получается, по всей трассе эти лагеря много же было, да? Как говорили, каждые 15-20 километров ставили. Первый раз мы за всю экспедицию едим нормально, на второй только день. Что мы супчик, второе компот, чаечек. Это последнее наше, да, что мы можем поесть вот так до финиша сегодняшнего. Вот это круто. Прикольное чувство, когда мы едем с равнины, въезжаем в горную местность. Пока еще горы на горизонте, но скоро мы поедем среди них. Это красота. Вообще. Вот это да. А вот Тополиная туда ушла, да? Там Парук река. Все, мы въехали в горы, едем в окружении со всех сторон. И сзади тоже. Восточная Якутия, она вся в таких горах, да? Я смотрел по картам, по спутнику. Пойдем погуляем. Первый раз снимаю на селфи палку. Сколько я делаю видео, ни разу не догадался себе ее купить. Мне же одолжили. Кажется, прикольная штука. Наверное. Блин, как красиво, а. Ну что, давайте снимем нашу команду. 360. Очень рад со всеми познакомиться, ребята. Вы вообще большие молодцы. Реально, всем респект и уважуха. Ну и меня чуть-чуть тоже. Блин, очень круто. Наш квадрокоптер, он сверху летает. Хотите посмотреть? Круто, да? Сверху вид вообще. А вот и Спиридон, наш оператор квадрокоптера. Летчик. Все, хорошего понемножку.
Посмотрели и вперед в путь, да? А этого оставляем? Впереди, говорят. Впереди еще будет красивее, так что не расслабляемся. Под эту песню я приехал в Якутию. У кочевника дом внутри, родина с ним повсюду. Вы там видите что-нибудь? Все видим. Вот это самый явный признак весны, да? Круглый год так, да? А, стой. Вот так вот, оказывается, круглый год здесь водичка не замерзает. Здрасте. Я вас в ютубе смотрю. Очень приятно. Комментарии. Игорь, купаться на обратном пути будет. Да-да-да, я понял. Речка Восточная Хандыга. Привет ребятам из турклуба Арго. Я знаю, что прошлым летом вы тут сплавлялись. Это первая речка, которую я вообще услышал в Якутии. Интересно, вы тут проплывали? Вспомните это место. Блин, я представляю, летом вот так вот плыть. Это же просто сказка, да, вот так среди гор, на еще по воде, на байдарке. Вот так. Последняя наша остановочка, а то мы в график не уложимся. До Тамтор. Нам надо в Тамтор приехать засветло, чтобы не было темно. Иначе там будем плутать, как нам сегодня сказали организаторы. И не найдем ничего. Связи там нет. Этого делать нежелательно. Блин, едешь, хочется везде останавливаться. На каждом возможном месте. Что нельзя? Что-нибудь получилось? Это черный режим. Все такое не очень страшно.
Волоконский район. Ура! Я всех поздравляю. Что-то у нас шуметь начало. Это вот это тоже. Что там? А? Тряпки шумит. А, вот это, да? Ага. Добрый день. Здорово. А ваши уже проезжали, 8-й, 28-й. Да, Да? Заезжали сюда. Ну, мы едем потихоньку. А Здрасте. где Давно видели машину? Ну, где-то час-полтора. Я постоял. Где-то около того. А вы тут как? Я у вас не машина, ничего. Я вот живу. А, это вот вагончик, да? Вы в нем живете сейчас? Да, только вы не обольщайтесь, что там антенна спутниковая. Это она так, для вида. Для вида? Там это, печка старая и дырка в стене. А Это что вы тут вообще делаете? чё? Это у вас что за Ну, работа? это дорожная фирма охраняю. А, охраняете именно, да? Да. Фирм? Я вот тут зиму. И вы так сколько живете здесь? Я 4-й месяц. 4-й месяц? Да. Это вот так. подряд, да, без выезда? А куда мне тут выезжать? Универмаг закрыт. Ну, вас вам привозят, да, там еду, все это, да, Ну снабжают? вот, это сейчас открылось по весне, это строители заехали, еды завезли. Все хорошо. Здорово, ничего себе, вы мужественный мужчина. Так вот, Ну, а чё, один работа такая. же, да, вы? Ну да, собаку сбили только позавчера. А, ничего себе, блин. Глупость, она приблудилась, бегала, машина ехала, дым, а она по дороге Ой, носилась. блин. А что это за населенный пункт? Не было написано, да? Нет, заброшенные. Ну что, последняя остановка по дороге. Вечерние кадры. Что? Иду, говорю, здрасте, а это наши, оказывается, МЧС. Бдят. Все было в порядке. Ну что, засветло не получилось нам доехать. Уже стемнело. Но уже скоро приедем. А сколько нам осталось километров, что-то я забыл. Примерно. 40. 40? 40-30 километров нормально. Тут такое звездное небо прикольное. Бензинчику немного не хватило. Заправляемся. Фух, ну все, приехали в администрацию. Там Тора. Нас тут ждут. Так, 9 человек, да? 10 даже у нас. 10? Да. 10 поместится, да? Можем все не поместиться, оказывается, да? Все, решили, едем к Белолюбским, как нам сказали. Посмотрим, что у нас за гостевой домик. А пахнет как вкусно. Здравствуйте. Все, право съемки у хозяев получил. Белолюбские Анна Егоровна и Василий Николаевич. Наши хозяева. Анна Егоровна, знакомьтесь. Спасибо, что вы нас приняли сегодня. Анна Егоровна пообещала нам очень вкусный ужин. Анна Егоровна Белолюбская, хозяйка гостевого дома. Очень приятно. Села Тамтур. Ну, я ежегодно к нам приезжают. Да? Администрация просит. Но это не гостевой дом, а это жилой дом. А, жилой, да? Это вы просто готовите к гостям каждый год? Ну, сейчас 3 детей, все студенты. Поэтому свободно, да? Это вы каждый год, вот именно то, что ралли происходит, да, встречаете также, да? Да. Вот в этот праздник Полюс Холода, Да. то, что происходит. На фестиваль Полюс Холода. Ага. В 2004 году, нет, в 2008 году к нам приезжали и Деду Мороз. У Дед вас Мороз, оставались, да? Великого Устюга, да? Санта-Клаус, вот они вот все. Их было 10 человек. Толпа Дедов Морозов, да? Народа человек. Интересно. Вы говорите, баня есть у вас, да? А? Баня есть? Баня есть, а кто сегодня будет? Будем. Будете, да? Да. Баня топится. Супер. Сейчас покушаете. Это круто, баня топится Верхнюю сегодня. одежду снимаем, молодой Я так хотел в баню. Это я вас. Так, ну что, проведем экскурсию по дому. Вот у нас такой огромный зал. Чик. Я твои хоромы сниму тут. Я вижу все. Всем приятного аппетита. Спасибо. Набрались и уютно ужинаем сегодня. В уютном доме. Да. Спасибо хозяевам за гостеприимство. А то мы яиц понабрали, думали, как вчера будем ужинать. До Шираку готовилась. Дошираков понабрали яиц зачем-то вареных. В баньку идем. Вот прямо.
В общем, проехали сегодня, посчитали, 850 километров примерно. Получился путь наш. Нормально. Так, заходим. Баня очень интересная. Я покажу ее устройство. Банничек. Мечтал. Так, вот такая вот баня. У нее принцип действия как моей походной бани, на самом деле. Как. Это вот уже вот эта баня, где я сейчас нахожусь, оказывается. А, уже? Да. Я думал, ты... Я-то думал, что тоже где-то... А, подожди. Это же Не, все. Парилка есть, да? А. Не, тут... Там нет тепла. В общем, вот сюда мы сейчас воду подаем и там же моемся. И тут же моемся, да. Необычная банька, сейчас протестируем. О, как я баню люблю, давно не был. Блин, времени на баню совсем не остается. Как начал канал делать, так и все. Чуть не раздел. Да я бы обрезал, ничего страшного. Ладно, раздеваемся, все. Давайте. Это мы вам не будем показывать. Ладно, обрежу. О, пошел. О! Нормально. Ух. О. А что это? Это, я говорю, принцип как походной бани, блядь. Че, выше в трубочку сворачиваться? Так, дайте-ка я вас поверхностно сниму, потом обрежу. О, тут все запотело. Надо прочертить так, чтобы только головы были. Во, да? Все. Ладно, мы париться. Ну я там научусь делать эти квадратики, только я замажу ваши лица именно. Так, ищем мягкий снежок. Странно, вот я заметил, вот ложишься и прям спиртом несет. Не знаю почему, то ли вот от тела все-таки есть какое-то выделение спиртов. Может, кажется. Может, от нас? Не-не, я уже замечал, даже просто в бане, ладно. Ой. Фу, хорошо. В бане не был с Нового года. Дома последний раз был у родителей. Мам, пап, привет вам. Из Амикона почти. Амиконский район. Село Тамтор, по-моему, если я ничего не путаю. Кто там идет? В ночи гуляет тут. Хорошо. Там баня необычная, конечно, но вообще отлично. Ты вообще красненький. Прям прогрелся, да, за 2 раза. Я теперь тут не вылезу. Часа 2 точно. Все, пошел дальше.